Таджикистане пройдет конференция по предотвращению терроризма и переброске террористов. Посольство России в Таджикистане приостановило выдачу загранпаспортов 10-летним сроком. Таджикистан возобновил поставки каменного угля через Афганистан в Пакистан. Казахстан приостанавливает экспорт военной продукции иностранным государствам. В Душанбе 18-19 октября пройдет международная конференция на тему «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности и пограничного контроля в целях противодействия терроризму и предотвращения переброски террористов». По данным местных СМИ, условия проведения конференции 25 августа обсудил постоянный представитель Таджикистана при ООН Джанибек Хикмат с заместителем генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Более подробная информация не публикуется, говорится лишь о том, что это встреча на высшем уровне, и в прошлом в таких встречах обычно участвовали руководители международных организаций и власти стран-партнеров Таджикистана. Таджикистан рассматривает ситуацию в Афганистане и защиту границы от проникновения боевиков-экстремистов и наркотрафика как серьезную угрозу безопасности своей страны. В то же время международные правозащитные организации обвиняют таджикское правительство в злоупотреблении лозунгами борьбы с экстремизмом и терроризмом с целью подавления политических оппонентов и инакомыслящих, а также в ограничении свободы слова. Посольство России в Таджикистане с 29 августа приостанавливает прием заявлений на выдачу за рубежом биометрических загранпаспортов со сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на сайте посольства. Как сообщает МИД России, с 26 августа во всех странах временно прекращена выдача загранпаспортов нового поколения с электронным носителем информации и 10-летним сроком действия по техническим причинам. Документы прекратили выдавать временно в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя, говорится в сообщении. Отмечается, что оформление паспортов старого образца сроком действия 5 лет продолжится без изменений. Сообщения о приостановке выдачи биометрических паспортов появились на сайте российских посольств за рубежом. Посольство, например, в Турции написало о приостановке до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации. При этом МИД не уточняет, распространяются ли ограничения на загранпаспорта, которые МВД выдает гражданам, находящимся в России. Таджикистан возобновил поставки каменного угля через Афганистан в Пакистан. Об этом сообщает Ариан Ньюс. Как отмечается со ссылкой на данные таможни Шерхан-Бандара, ежесуточно через город проезжают 100-120 грузовиков из Таджикистана с углем. Мы просим водителей предоставить свои тарифные и транзитные документы, согласно которым ввозимый из Таджикистана уголь не должен выгружаться в Афганистане, а следовать в Пакистан, отметил начальник таможни Шерхан-Бандара в Кундузе Муджахид Зода. Со слов водителя грузовиков, никаких незаконных поборов, вымогательств на пути следования нет, и груз доставляется в пункт назначения без излишних проволочек. Помимо угля в Афганистан из Таджикистана ввозится цемент, арматура, а обратно ввозятся овощи и фрукты. По данным Министерства энергетики и промышленности Таджикистана, в текущем году за рубеж экспортировано более 308 тысяч тонн угля. Уголь экспортирован в Афганистан, это 197 тысяч тонн, Пакистан около 110 тысяч тонн и Узбекистан 1500 тонн. Казахстан приостанавливает экспорт военной продукции, запрет на поставку военной техники, вооружения и боеприпасов иностранным государствам будет действовать в течение года, до конца августа 2023 года. Соответствующее решение приняло правительство республики, передает РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 августа провел заседание Совета Безопасности, члены которого рассмотрели вопросы производства и закупок вооружения, а также экспортного контроля в этой сфере. По итогам встречи глава государства дал ряд поручений. В сообщении правительства Казахстана ничего не сообщается о причине такого решения, однако ряд российских и казахстанских интернет-ресурсов выдвигает предположение, что это связано с просьбой России, так как закупаемое иностранными компаниями вооружение отправляется на Украину.
Недавно президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. О чем был разговор, неизвестно, но высказывается предположение, что лидеры двух стран обсуждали как раз эту проблему. После этого и было принято решение приостановить экспорт вооружений.